Туризм в действии. В Ингушетию прибыла делегация Федерации туризма клуба «Вожья». Какие маршруты интересуют французов? Урожай для нуждающихся. Фонд «Мяу» провел благотворительную акцию. Сегодня волонтеры собирали картофель. Стоп-реклама. Власти Назрани намерены избавить город от незаконных рекламных конструкций. Борьбу с коррупцией в сфере образования, здравоохранения, экономики и культуры обсудили сегодня в Москве глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Также Евкуров рассказал о текущем положении дел в Ингушетии. Яровая, в свою очередь, отметила, что республика динамично идет вперед по многим направлениям. Французская Федерация туризма предлагает Ингушетии сотрудничество. Речь идет в первую очередь об организации походов по горной местности. Для этого в республику приехали представители клуба «Вожья». После встречи в аэропорту делегация направилась к мемориалу памяти и славы, где специально для гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об историческом значении каждого памятника. После чего гости поделились своими впечатлениями. Я давно рассчитывал сюда приехать, и наконец я здесь. Цепь гор, покрытая снежным покровом, и прилегающая равнина приковывает внимание. Когда мы приземлились, я не пожалел, что сюда приехал, и я надеюсь, что неделю, которую мы здесь проведем, я продолжу открывать для себя Ингушетию. Мы хотим поделиться опытом, чтобы развивать в республике пеший туризм, и любой турист смог открыть для себя этот край. Сделав памятные фото, гости из Франции отправились в столицу Ингушетии, где их ждала неофициальная встреча с заместителем председателя правительства Мадиной Гойговой. В Аравии сегодня вернулась первая группа паломников, совершавших хадж. Самолет из Медины приземлился в половине 5-го утра. Напомним, что в этом году к святым местам Мекки и Медины отправились около 1500 верующих из Ингушетии. Подробности в нашем следующем сюжете. Человек, совершивший паломничество к святым местам, достоин особого уважения и почета. Первых прибывших из Мекки встречают дружескими объятиями и поздравлениями. Своими впечатлениями поделились люди, совершившие хадж. Они говорят, им уделяли огромное внимание как наш муфтият, так и арабская сторона. Очень хорошо за нами смотрели. Несмотря на то, что мы не знали арабский язык, нам объясняли все жестами. Ежедневный обряд. Пятикратная молитва. Вот это все у нас украшало. Так что мы находились от Каабы 400-500 метров. С транспортом ездить не приходилось. Все пятикратные молитвы мы делали пеше. Это очень нам повезло. Ежегодно, чтобы посетить святые места, миллионы мусульман со всего мира съезжаются в Мекку и Медину. За время пребывания паломников никаких происшествий не было и особых трудностей не возникало, говорит представитель Миннаца. Я считаю, что мы готовы принять наших паломников, которые возвращаются из королевства Саудовской Аравии, которые совершались 5-й фарс, хадж. Аэропорт, все службы готовы, и мы примем их достойно, и все будет на высшем уровне. В этом году паломничество в святые места Мекки и Медина совершили почти 1500 верующих из Ингушетии. Поучаствовав в богослужении и очистившись от грехов, они возвращаются, воздавая хвалу Всевышнему. Те из паломников, которые еще ждут своего вылета, совершают прощальные обходы вокруг Каабы. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кто совершит паломничество к Каабе, тот очистится от всех грехов, так как был чист в день своего рождения. За то время, что мы там провели, все, что было в наших силах, мы сделали. Все паломники совершили хадж. Ни один из них не остался без внимания и помощи. Сегодня прилетел первый рейс из 9. На нем мы отправили людей с ограниченными возможностями. На этом самолете их всего было 18 человек. Хадж является одним из 5 столпов ислама, наряду с признанием единого Аллаха и пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, шахада, пятикратной молитвой, намаз, постом в месяц Рамадан, ураза и очистительной выплатой закят. Каждый мусульманин, имеющий возможность, должен совершить паломничество в определенное время года, посетить Мекку и выполнить все необходимые обряды вместе с миллионами единоверцев со всего мира. Мусульмане, совершившие такое паломничество, имеют право носить звание хаджи. Светлана Томова, Муслим Ганиев, Муса Хамхоев. Новости 24.
В сельском поселении Кажево прошла благотворительная акция под названием «Сбор урожая». На поле одного из сельхозпредприятий собирали картофель, который затем передадут нуждающимся семьям. Подробности в сюжете Лейлы Гайсановой. С момента создания благотворительный фонд ни на день не останавливает свою работу. Проводит множество акций, концертов, привлекает спонсоров. На этот раз за помощью обратились к сельхозпредприятию Икажевский. Цель данной акции – это сбор урожая и оказать помощь малоимущим семьям. Действительно, это нужная акция, это акция не зависит от денег, это акция добровольческая как-то. Сегодня человек может прийти, не имея средства своих, каких-то вложений, просто показать своим трудом, что он может помочь нуждающим человеку. Акция проводится во второй раз. В прошлом году удалось помочь 28 малоимущим семьям. В этом сотрудники фонда надеются раздать продукты еще большему числу нуждающихся. Им будут переданы основные продукты питания и картофель, который соберут на этом поле. С тех пор, как Петр I прорубил окно в Европу и привез оттуда картошку, прошло немало времени. Сегодня мы и представить себе не можем наш стол без нее. Но, к сожалению, в нашей республике есть люди, которые не могут себе позволить тот или иной продукт. Именно для них проводится эта акция. Волонтерами на этот раз выступали ребята из бойцовского клуба в войнах и студенты медицинского колледжа имени Асия Тутаевой. Молодые люди считают своим долгом помогать нуждающимся. Если деньгами получается не у всех, то физической работы они не боятся. Я в этой акции принимаю участие впервые и приехал сюда с большим удовольствием. Еще в дальнейшем собираюсь принимать участие в таких акциях. Эта акция, как обещают сотрудники фонда, станет доброй традицией. В следующем году планируется привлечь волонтеров из других регионов Северного Кавказа. Лейла Гайсанова, Резван Аушев, Новости 24. Спикер Народного собрания Ингушетии Магомед Татриев сегодня встретился с представителями молодежного парламента. Он поставил перед молодыми коллегами ряд задач. Каких именно, узнала Милана Хашагульгова. Молодежный парламент – новое явление в Ингушетии. В него входят студенты и представители молодежных организаций. По словам председателя Народного собрания Ингушетии, молодежный парламент важен для определения основных направлений молодежной политики, принятия законов, касающихся проблем молодежи. Эту работу, если мы начнем, мы будем иметь много поклонников. Мы будем уважительное отношение иметь от народа, от власти. Парламентарии Народного собрания предложили молодым коллегам несколько направлений работы. К примеру, держать связь со студентами, которые обучаются за пределами республики, поддерживать уважение к символике Ингушетии и всего государства, прививать уважение к национальной культуре, в частности, сохранить в исконном виде национальный танец лезгинку. В свою очередь, представители молодежи отметили, что осознают важность тех задач, которые стоят перед ними. Помочь им пообещали и представители Комитета по делам молодежи. Мы договорились, что Комитет по делам молодежи Ингушетии предоставит помещение для того, чтобы молодые люди могли собираться, могли обсуждать какие-нибудь идеи, планы свои, предоставим им все необходимые условия. И в первую очередь, самое главное, это тесное сотрудничество. В будущем молодежный парламент станет правопреемником Народного собрания. И это хорошая площадка для самореализации нашей молодежи. В молодежном парламенте человек может многому научиться. И не обязательно, чтобы они все в будущем стали депутатами. Вовсе не обязательно. Но кто-то из них станет чиновником, кто-то специалистом. В любом случае навыки, приобретенные в ходе работы в молодежном парламенте, им всегда пригодятся по жизни. Завершая встречу с молодыми парламентариями, председатель Народного собрания отметил, что это общение настраивает на позитивное мышление и что совместная работа имеет большие перспективы для будущего нашей республики. Милана Хашагульгова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Администрация Назрани намерена избавиться от незаконной рекламы. В первую очередь это касается нелегально размещенных наружных вывесок и баннеров. Бекхан Хашагульгов узнал, как борются за эстетичный вид города. Баннеры и вывески размещены через каждые 20 метров. Нередко они размещены нелегально и с нарушением всех правовых норм. В Назрани установлено 79 рекламных конструкций. Из них в законах всего 4. Остальные установили без разрешения. Главой администрации поставлена задача в кратчайшие сроки привести в порядок все рекламные конструкции, находящиеся, расположенные на территории города Назрань. Вот наглядно можем показать вот при въезде в город Назрань вот такую картину. То есть стоит рекламная конструкция, не обтянутая баннером, портит эстетический вид города. Администрация Назрани намерена убрать всю несанкционированную рекламу. Для этого создана специальная комиссия. Будет проведена полная масштабная проверка всех рекламных конструкций на предмет законности, их
установки. Вот вся касаемо и наружной рекламы, и штанеров, как мы видим, будут проведены все замеры соответствующие техническому регламенту и ГОСТу. По итогам работы комиссии будут внесены предписания нарушителям, и в течение установленного срока рекламные щиты должны быть демонтированы. Бекан Хашигульгов, Магомед Урусханов, Новости 24. В связи с грядущим похолоданием и наступлением отопительного сезона в Ингушетии будут проводиться профилактические операции жилища и отопления. Пожарные разъяснят жителям республики правила пожарной безопасности. Подробности в сюжете Индиры Манкиевой. У семьи Дарсегла сгорел дом. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности в отопительный сезон. Этот сезон является самым пожароопасным. Несоблюдение правил безопасности может привести к ужасным последствиям. В этом доме жили 8 человек. Мать, 3 сына, жена и дети одного из них. Вместе с домом у них сгорели вещи и документы. Сейчас они ютятся в маленьком щитовом домике. Причиной возгорания дома стало резкое увеличение подачи газа в печке. 21 октября 2013 году ориентировочно в 12:49 минут на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре домовладения, находящее в сельское поселение Новый Дант, улица Горданова, 47. При выезде на место происшествия и осмотре места пожара было установлено, что предполагаемая причина пожара явилась нарушение правил эксплуатации отопительного прибора печи. Отделом надзорной деятельности проводится проверка. В этом году в жилых домах Малгобека и Малгобекского района произошло более 30 пожаров. Во избежание подобных случаев в Ингушетии проводятся операции «Жилище» и «Отопление». Участковые и пожарные будут ходить по домам и разъяснять людям требования пожарной безопасности. Индира Манкиева, Рахмат Цуров, Новости 24. Сегодня в зале ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного университета прошло заседание дискуссионного клуба с участием молодежи Северной Осетии и Ингушетии. Организатором мероприятия является Министерство Республики Северная Осетия Алания по делам молодежи, физической культуре и спорта. Как прошла дискуссия, расскажет Мадина Албагачиева. За круглым столом собралась осетинская и ингушская молодежь, представители органов власти. Участники заседания обсудили роль молодежи в сохранении межнационального и межконфессионального согласия на Северном Кавказе. Дискуссия получилась живой и интересной. Молодежь предлагала свои идеи для укрепления отношений между двумя братскими народами. Совместные мероприятия, которые позволили бы нам и в дальнейшем почаще встречаться, проводить какую-то совместную работу, которая в итоге была бы той консолидацией, той, наверное, дружбой, тем пониманием, которое так необходимо сегодня нашим двум республикам в части общения нашей молодежи. Подобное заседание уже проводилось в Ингушетии, и молодежью было предложено проводить почаще, так как это способствует сближению народов. Мы говорили о том, какова роль действительно подрастающего поколения молодежи в нормализации межнациональных отношений как в регионе, так и в стране в целом. Вы знаете, сегодняшнее мероприятие, оно показало, что представители молодого поколения нацелены на то, чтобы строить дружеские взаимоотношения, нацелены на то, чтобы постоянно вот на таких площадках говорить о позитиве. И это вселяет надежду на то, что мы сумеем создать тот необходимый этноконфессиональный фон, в рамках которого все народы будут сосуществовать, точнее, жить в мире, дружбе и согласии. На мой взгляд, конференция прошла очень успешно. Наш дискуссионный клуб, она показала, что она была результативной и, самое главное, перспективной. На этом наши взаимоотношения двух братских народов, сообществ друзей не остановится. Планируется поездка ответная в Магаз, в Назрань. И я лично с удовольствием, и все мои друзья туда поедем, обсудим те проблемы, которые накопились у нас за долгие вот эти 20 лет, которые не обсуждались. Потому что действительно, если старшие когда-то поругались, молодежь не должна продолжать эти конфликты, надо прекращать. Мы братья, мы единый кавказский народ, и мы должны показать это не только себе, но и всему миру, всей России. Такие встречи играют огромную роль в улучшении отношений между людьми. Именно таким цивилизованным образом нужно искать решение вопросов межнационального характера. У сегодняшнего мероприятия есть свои определенные плоды. Цель – это не ставить какие-то глобальные вопросы, решать какие-то глобальные вопросы. Мы понимаем, что мы приземленные люди, понимаем, что очень сложно нам, молодежи, решить какие-то проблемы в глобальном смысле этого слова. Но общение на таком
интеллектуальном уровне, общение не в каких-то, используя какие-то бытовые неправильные вещи, поводы какие-то, да, а здесь разумную интеллектуальную беседу провести за круглым столом. Абсолютно нормально, люди сели, поговорили, обсудили общие проблемы, нашли общий язык. Мало того, вынесли даже решение готовое, да, вот в такой короткий срок даже, если, но тем не менее какие-то мероприятия, то есть это не закончилось какими-то там разговорами на отвлеченные темы, а конкретные действия были сделаны, шаги предприняты. Также на заседании было зачитано обращение участников круглого стола к молодежи Северного Кавказа. Цивилизация Северного Кавказа особая роль принадлежит нам, молодому поколению, которому жить, творить в 21 веке. От нас, нашего мировоззрения и четкой гражданской позиции зависит, каким будет завтрашний день наших республик, нашего многонационального отечества. В завершении круглого стола Рустем Келисхаев вручил ингушской делегации в подарок чашу – символ благополучия, изобилия и процветания. Мадина Албагачиева, Ильяс Досхоев, Новости 24. Завтра на стадионе «Центральный» в Назране в рамках 20-го тура ФНЛ назрановский «Ангушт» примет Владикавказскую «Аланию». После 18 туров в активе подопечных Бориса Стукалова 8 очков. Гости же с 37 набранными очками делят первую строчку чемпионата с футбольным клубом «Мордовия» из Саранска. Предыдущая встреча этих двух клубов завершилась минимальной победой владикавказцев со счетом 1-0. Но предсказать исход этой встречи будет очень сложно, учитывая настрой наших ребят после серии нелепых поражений, за которых пока не удается покинуть зону вылета. Но все мы знаем характер наших игроков, благодаря которому они в упорной борьбе сумели выйти в ФНЛ. И будем ждать более успешного выступления во втором круге. Это все новости на сегодня. С вами была Лейла Цурова. Спокойной ночи.